Приветствую всех телезрителей канала Якутия-24. Сегодня мы продолжаем вместе с Иванной Яковлевой заниматься вот такими вот работами красивыми, да. В одном из прошлых выпусков, если вы посмотрите, Иванна показала, как она делает свечу, да, свечу. И в основном ее работы в таком красивом национальном колорите, сказала бы я, да. Сегодня мы тоже будем делать национальное красивое, но мыло, да. Кытыя с оладушками и с ягодками. С ягодками, да, сверху. Которые непременно захочется съесть. Окей. Мы начнем, пожалуй, с самого большого. У нас есть формы. Да? У нас есть формы для самого кытыя, у нас есть форма оладушек и, соответственно, наши ягодки. Вот эти формы кытыя и оладушек, они совершенно уникальны, прям абсолютно могу сказать, да, потому что я сама изготавливаю вот эти формы. Сделали, да? Два вида вот таких мыльных основ, да, самых таких основных, ходовых, скажем так, да. Есть такая прозрачная, есть такая белая, да. Чем они отличаются? Ну, соответственно, вот белая и прозрачная, да, и я хочу отметить то, что я сама заметила, да, по остыванию, по остыванию, наверное, будет белая быстрее застывать, чем прозрачная. А в остальном она, ну, разницы никакой не имеет, разве что если мы будем там и там, например, одинаковое количество красителя будем класть, то здесь будет эффект уже другой. Да, здесь будет поярче, как сам краситель, наверное, а здесь уже, например, красным капнем будет уже розовый. То есть учитываем, да, цвет белой основы, и у нас получаются разные цвета. У нас здесь есть уже готовые, да, заготовки. Можем, в принципе, для интереса можем сделать кытыя вот с колорирования сейчас, да? Ну, у меня тут разные цвета, я уже вот из этих таких прозрачного и белого я сделала колористику, красители, и получила уже такие заготовки. Есть для кытыя, есть для вот наших ягодок. Какой хотите сделать цвет для кытыя? Можно аутентичный такой коричневый, темненький, можно сделать как у этих подснежников, такой светленький, новенький, скажем так. Ну, давайте светленький. Светленький, хорошо. Так, возьмем мы с вами тару, возьмем мы с вами белую основу, потому что там больше, да, светлое присутствует. Если мы будем капнуть разные красители, они будут, ну, на тон, скажем так, светлее, да. Так, кытыя у нас такая достаточно увесистая, поэтому мы побольше, да, основу возьмем. Пусть будет больше, чем мало не достанет, да. Вообще есть два способа плавления мыльной основы, да. Путем паровой бани, и можно разбавить по-современному уже через микроволновки. Наверное, удобнее. В зависимости, сколько мы основы туда кладем, мы должны будем следить, как она у нас тает, да, потому что если вот такую маленькую тарочку, да, мы вот для ягодок будем плавить, мы должны будем смотреть каждые 5-10 секунд, потому что она быстро плавится, и также зависит от мощности самой микроволновки, да. Мы тут видим, что у нас уже смягчилась, вот, да, она у нас такая тверденькая была. Здесь смягчилось, мы чуть-чуть все это перемешиваем, чтобы у нас было однородное плавление. Вот она у нас уже чуть-чуть, да? Как шоколадка, можно так сказать. Поставим еще раз на то же время. И потом мы будем использовать какие цвета, да. Я использую для получения вот такой светленькой, да, оранжевый добавляем, чуточку можно желтого добавить, и коричневый для того, чтобы добавить глубину цвета. Вот даже если ягодки, даже если цветочки, для глубины цвета достаточно добавить капельки коричневого-черного, чтобы получить такой глубокий насыщенный цвет. Вот у нас уже основа наша расплавилась. Вот маленькие комочки, они у нас чуть-чуть остались, но в процессе перемешивания они у нас уже растают. Так, давайте добавим сначала оранжевый цвет. Надо смотреть вот
капнуть одну капельку, да, и потом уже смотреть, как у нас меняется. У нас такая оранжевенькая. Капельку давайте коричневой посмотрим. Видите, уже тут уже по-другому заиграла. Можем капельку желтого. Тут уже творческий процесс. Прям очень интересно мне было, когда вот начинала, да, цвета смешивать чисто. И как она получается. Каждый раз там что-то может получиться иное. Экспериментировать. Вот по коричневому цвету, вот то, что вот глубину добавляет, я, ну, скажем так, своими опытами, да, узнала, что такое можно сделать. Нас такой, если цвет устраивает, мы можем залить. Ну, чуть-чуть давайте добавим глубину, чтобы она чуть это поярче была. Окей. Мы колористику завершили. Красители наши можем в сторону отложить, да. На выбор я вам сегодня даю банановую жвачку, либо южную дыньку. Хорошо. Давайте дыню. Если мы выбрали, да, для тары, то есть для КТЯ один аромат, мы для всего остального, вот для ладушек, для ягодов, должны будем использовать тот же аромат. Можно, конечно, усложнить, но это надо подобрать такой аромат, чтобы они между собой сочетались, да, чтобы было одинаково вкусно и хорошо. Отдушку можно добавлять до 5% от общего объема мыльной основы, которую мы используем, да, но не больше. Какие-то отдушки, они такие яркие, поэтому их достаточно даже 2% от общего объема. Все, мы смешали. Здесь у нас такое чудо-средство, да, это изопропиловый спирт. Мы обрабатываем сначала нашу тару, нашу КТЯ будущую, да, и используем для того, чтобы убирать вот эти пузырики, чтобы у нас изделия были все красивые. Заливаем наш КТЯ смело, потому что она состоит из... Вкусно, да? Дынькой. Дынькой прям, Все. Брызгаем и оставляем в покое наш КТЯ. Пока она застывает, мы займемся с вами оладушкой. Да. Она у меня вот в такой форме, скажем так, да, непонятно пока что. Но да, когда мы достанем... интересно, вот что там в итоге будет. Да, когда мы достанем, все будет красиво и понятно, что это у нас оладушки. Поскольку у нас с разрезом формочка, да, мы просто надеваем резинку, чтобы у нас не вытекала мыльная основа. В принципе, вот в этот же цвет мы можем преобразовать. Чуть потемнее, да, чуть потемнее. Давайте вот так и сделаем. Давайте. Я добавлю сюда чуть-чуть белого, прозрачного. Пусть будет больше, чем меньше, как я уже сказала. Вот так вот. И опять повторяем наши действия. Включаем микроволновку. Нам понадобится оранжевый цвет. Ну, в принципе, также чуть-чуть красного можно добавить, чтобы у нас был такой карамельный, да? Потому что оладушки, они когда поджариваются, имеют такой карамельный румяный цвет. А эти краски, они специально, да, для... Да, красители, они существуют отдельно для мыла. Есть такие красители, которые и для свеч, и для мыла. Ага. У меня вот косметические, они подходят и для свеч, да? И для мыла. Они хороши тем, что, ну, от красителей обычных они отличаются тем, что когда моешь ручки, вот, например, мыло, да, используешь, они, конечно же, на руках не остаются, они просто, ну, окрашивают мыльную основу. Давайте приступим к колористике. Добавим сначала оранжевый. Потихо тоже досмотрим каждый раз после каждой капельки, насколько у меня меняется цвет. Пока нас не устроит, это так ягодный, немножко темненький. Видите, она тут темненький, поэтому цвет уже сильно поменялся прям. Так, просится оранжевый. Немножко ягодным, чуть-чуть грязноватым сделали.
принципе, немножко прям можно добавить отдушку. Все. Можете попробовать вот взять, да? Там измеряется от 1 до 3. Где-то вот половинку можете набрать и сюда добавить. Ничего страшного, это просто воздух там внутри. Да? Ага, нормально. Окей, спасибо. Опять перемешиваем. Прям по краям тоже хорошо проходимся, потому что у нас там, хоть и не видно сильно, да, но у нас по краям очень остается вот эта наша отдушка. Поэтому тщательно прям с краев, чтобы все у нас смешалось внутри основы. Так, теперь повторяем такие же действия. Мы чуть-чуть обрабатываем спиртом внутри, чтобы у нас все деталики залились. И потихой заливаем смело нашу форму. Все. Оладушка, считаю, у нас уже все. Теперь можем приступить к ягодкам. Давайте. Вот у нас уже готовая колористика. У нас тут необходимо, скажем так. Давайте вы будете заливать, что хотите вот заливать. Есть малинка, ежевика, брусника, голубика. Давайте вот это залью. Хорошо, я тогда буду голубику и бруснику. Сначала я растоплю для вас. Так. Ежевика. Такая коричневая, да, сочная бывает, такая водянистая. Мы здесь расплавим сначала по ежевике. Так, подготовлю сюда малинку. Давайте сюда малинку. Потому что там ягодки меньше и форма меньше, да, чтобы удобно было заливать. Но чуть-чуть осторожно, нужно будет держать с краев вот так. Можете прям скомкать. Давайте положим сюда для малинки, чтобы удобно было отсюда заливать. В принципе, не так много, да? Надо, потому что у нас там места не так уж и много. Давайте посмотрим, как поживает. Тоже можем чуть-чуть перемешать. И опять же не забываем потом добавить отдушку, потому что у меня ученицы, маленькие ученицы, и одна еще учились, забывают все время отдушку, потому что это основная часть все-таки такого рода мыла. Впечатляет сначала аромат человека, да, и они уже... Так мастер-классы вы проводите, да? Ой! Для желающих? Да, чуть-чуть разлила. Мастер-классы, да, я провожу мастер-классы, есть индивидуальные, да, индивидуальные уроки, можно от А до Я прям, вообще все техники, которые существуют, можно сделать, можно вот по 2, по 3 штуки там сделать. А чем чаще интересуются люди, что хотят? Вафля. Вафли? Да, вот у нас там стоит с ягодками. Такая. Она выполнена, ну, достаточно сложная техника, я вам скажу, потому что там идет, если мы перевернем вафельку, тут у нас тесто видно, да, ну, скажем так назовем, а тут у нас корочка, вот эту корочку, она нужно делать так, чтобы не расплавилась. Потому что мы работаем с температурой, это горячие вот смеси. Ее специально надо сделать корочкой, да? То есть после уже. Сначала корочку и потом уже как тесто уже заливаем. Можете вот заливать вот данные эти формы. Можно вот буквально 2-3 штуки, потому что на оладушке там много не поместится. Хотя были ученицы, которые вот на все этот пространство вафельки, да, прям все заполнили ягодками. Ну так тоже было красиво, да. Так, малинки у нас тоже готово. Чуть-чуть, чтобы остыло, я добавлю еще. Ух, испачкались. Отдушку. Такой очень тоже
релакс, да, своего рода тоже. Ага, есть такой. А потом, когда вот весь процесс делаешь, а потом все это вынимаешь и собираешь воедино, такой кайф. Потом. Самый приятный, да, момент, да. наверное, да? Да, наверное, так Видеть. будет. Так, я сюда сделаю голубичку. Так, наверное, хватит. Вот хорошо, когда очень много делаешь изделий, да, вот такие уже колорированные основы подготовить, и потом уже в удовольствие работать, добавляя душку и заливая уже в форму. Угу. Можете вот достать, я сюда положу, это мы убираем. Так, малинку я вам подготовила. Чуть-чуть смешаю, чтобы у нас остывшая пленка смешалась. Берем опять же пипетку и начинаем заливать. Уже пару штучек, да? 3 штучки. Да, можно так. А вообще, как много приходит к вам заказов? Ну, Как часто вот вы занимаетесь этим? Не каждый вечер, наверное, да? нет, не каждый За вечер. раз там, не знаю, какую-то партию. Ага, делать, за раз да, я наверное? делаю такую-то партию, да, побольше. Чаще я вот, когда на ярмарке собираюсь участвовать, да, я делаю вот, ну, достаточное количество, чтобы после ярмарки тоже оставалось. Вот, и ну вот, бывает по-разному. Больше, конечно, покупают на ярмарках, потому что они вот реально вот могут почувствовать аромат, Понюхать, потрогать, да, да. увидеть. Они вот, своими глазами. проходя мимо, вот мужчины, да, сильный пол у нас, всегда думают, что это еда, потом с огорчением уходит уже с моего стола, скажем так. А, я думала, это пирожное, да? Ага, типа такого. И они вот чуть-чуть огорченные уходят. Так, я голубику залила. Так, тары у меня только большие остались, поэтому, ну, ничего страшного, я сюда сделаю бруснику. Все залили, отлично. И оставляем их остывать. А по времени сколько застывает? Ой, по времени зависит от температуры. Мы чуть-чуть попарили, да, какие-то ягодки. Ну, может быть 15 минут, может быть 20 минут. Зависит также от размера ягодки. Вот все, что вот в сосудах, да, это вот огромными партиями я делала заготовки, чтобы положить уже вот угря, КТЯ, тарталеточки, вафельки. Вот они у нас. Так, слишком нагрела. Просто добавим холодную основу. Можем вот так проверить, да? У нас мягкая вот эта верхняя часть, которая у нас видна. А так, если там прям твердый, когда нажимаешь, считай, уже все застыло, можно доставать изделие. Все хорошо. Так, не забываем отдушку. Я уже вот на глаз уже делаю. Вначале я прям замеряла. Прям пипетка, там разделители же, да, разного размера бывает. И я прям сильно замеряла. Прям с весами стояла, с основы там делала. А сейчас уже понимаю, сколько надо чего добавлять. Пипеток вот достаточно много надо, оказывается. Я в первое время там наборчик, когда покупала, у меня было 10 пипеток. И я их прям крутила, вертела, да, чтобы разного рода, разными ароматами и цветами сделать мои первые пироженки вот эти. Вот. Потом уже постепенно уже понимаешь, чего сколько надо, и закупаешься соответствующим. Ну да, все приходит с опытом. До краев можем. Если тут вне будет, да, если я не рассчитаю там пипетку и будет очень много с внешней стороны останется, ничего страшного, мы его уберем. Когда будем доставать ягодки, они будут все равно красивые.
Давайте вот сюда отложим все, чтобы в одном месте было. И нам нужно подождать. Ну, такое изделие требует тоже времени, да. Большой у нас осталось где-то минут 35-40 будет. Мелкие уже давно. Ягодки. Сейчас мы будем все это доставать. Мы помним, что у нас тут был разрез, поэтому убираем сначала резинки. Вы можете доставать вот эти ягодки. Да, вот лишнее я сейчас уберу. Ничего страшного, если там что-то выпячивает. Так, оладушка. Находим разрез и достаем. Вот в таком виде у нас вот оладушка получилась. Ух ты, красота какая. Такая румяная. И сейчас я достану вот наиболее трудный из всех, наверное, форм. Тут разреза просто нет. Вот нужно вот физически вот как-то чуть-чуть поднапрячься, чтобы достать. КТЯ у нас такой получился красивый, все узоры на месте. Мы брызгали спиртом, да, чтобы хорошо у нас все отпечаталось и село. Оладушку мы так садим. Так, тут можно хвостик немножко убрать, чтобы она хорошо села. Вот делать мыло теми хорошо, когда вот можно что-то лишнее убрать, можно что-то добавить, на любую фантазию. Так, у нас тут еще брусничка и голубика. Ну, много ягодок там не поместится. Нам сначала нужно будет закрепить оладушку к КТЯ, потом уже закрепить ягодки. Мы там уже будем красиво с вами. Я сейчас возьму и закреплю нашу оладушку к КТЯ. Можете отбирать там самые красивые ягодки, может быть, чтобы положить на оладушки. Вот совсем немного надо. Не забываем нашу отдушку. Тоже все мешаем хорошенько. Красота. Все, отбор прошли вот эти, да? Так, Отбор прошли. нашу КТЯ мы заливаем такого же цвета основу и оладушку садим. Чтобы склеилась, да? Да, потому что когда будешь мыть ручки, чтобы она не отвалилась. Сейчас мы можем положить ягодки так, чтобы нам было прекрасно. Можете вот малинки, я сейчас подготовлю. Можем залить как варенье, да, вот у нас там вафелька была, варенье. Можем ложить беленькое, как сливки. Какой будем? На выбор. Как варенье, это как? Вот как на вафельке. Не знаю. Как сиропчик. Ну, давайте этот сливки. Давайте беленькие, сливки сделаем. Тут еще надо учитывать, что у нас может все вообще окрасить. Вот у нас отдушка не имеет цвета, поэтому смело можем использовать белые и не беспокоиться о том, что у нас цвет поменяется, когда отдушку будем класть. Так. Чуть-чуть замешаем, чтобы у нас равномерно все растаяло. О, красиво, да, получилось? Красиво очень. И мы потом будем скреплять все это сливками. Надо будет сначала залить посерединке, можете вот прям направить сюда вот так вот, и потом уже потихо по этим краям ягодок. Мы добавляем наши сливки отдушку. Вот ничего не окрашивается, да, и выглядит как белые сливки. В зависимости от температуры у нас вообще заливается по разной плотности. Вот мы пока что должны склеить все ягодки. Начинаем вот с центра, чтобы у нас углубление на оладушке
тоже хорошо залилось и было цельным мыло. Скрепляем по краям наши ягодки. Все, у нас готово мыло в виде кытья с оладушками и с богатым набором ягод со сливками. Да. Иванна, вам огромное спасибо. Хочу вас поблагодарить за то, что поделились, скажем так, частичкой себя, да, не только с нашей съемочной группой, но и с нашими телезрителями. И в свою очередь хочу пожелать вам процветания и как можно больше отзывчивых клиентов, да, ну, правильно же, да, клиентов, которые будут радовать вашей работой.